грыжи передней брюшной стенки. Это частое заболевание, сопровождается мешковидным выпячиванием на животе. Есть различные отделы, это может быть паховая, это может быть пупочная, это может быть средняя линия живота, и боковые поверхности живота. Эти данные заболевания могут как с рождения быть, так и с рождения могут проявляться, также и в течение жизни человек приобретает данный вид заболеваний, связанные с физическими нагрузками, связанные с родами у женщин, и с бытовыми особенностями, так вот скажем. Чаще взрослые люди подвержены данному виду заболевания при определенных физических нагрузках, когда мышцы передней брюшной стенки не развиты так, чтобы выдерживать такие нагрузки. И происходит, грубо говоря, выпячивание за эти мышцы внутренних органов. Симптомы – это выпячивания, которые появляются на туловище. Выпячивания эти могут постепенно увеличиваться в размерах, они могут появляться при каких-то нагрузках при ходьбе, и которые можно самостоятельно вправлять. Они мягкой консистенции, соответственно, и легко вправляются, так скажем, обратно. Постепенно оно увеличивается в размерах, вызывает дискомфорт, мешает обычному ритму жизни, трудовой деятельности. И самое опасное, что с ними может быть, это их ущемление, что очень опасно, и может даже приводить к летальным исходам, если вовремя не обращаться за медицинской хирургической помощью. Всегда нужно к хирургу обращаться сразу, если есть патология, скажем так, заболевание, которое имеется, пока ее не устранить, путем лечения какого-то хирургического, добиться результата будет невозможно. Может быть, даже у некоторых людей бывает понятие, что пошел травкой попользовался, придавил чем-то, и оно пропало. Но это до поры до времени, так вот скажем. Может усугубить состояние здоровья человека. Консервативных способов лечения нету данного заболевания, хирургическим путем устраняется. Сейчас в наше время очень много подходов и взглядов в лечении данного заболевания, как через кожу это все путем рассечения кожи устраняются эти грыжи, также сейчас и эндоскопическими способами лечения. Сначала мы подготавливаем пациента к данному виду операции. Если с его здоровьем никаких нарушений нету, мы выполняем данного рода операцию. Это занимает, грубо говоря, 7-10 дней после оперативного лечения, и реабилитация в дальнейшем до полугода. Профилактикой данного вида заболеваний является в первую очередь здоровый образ жизни, физическое состояние организма и рациональное питание.